Каждую неделю мы в четверг в 4 часа дня выходим в прямой эфир с каждым факультетом. Сегодня у нас Восточный институт от лица Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. Я рад приветствовать вас на нашем проекте «Открой БГУ». Меня зовут Михаил. Я являюсь начальником отдела профессиональной ориентации. Моей основной задачей является помочь вам в выборе направления и все, что связано с поступлением. Хочу отметить, что у нас есть группа ВКонтакте, где вы можете отслеживать за новостями касаемо поступления и наших мероприятий, проводимых для абитуриентов. Группа ВКонтакте называется «Приемная комиссия БГУ имени Дажи Банзарова». Подписывайтесь, ставьте лайки, буду рад вам помочь. Итак, сегодня у нас по графику в прямом эфире наш знаменитый Восточный институт. И слово я передаю Надежде Бадмажаповне. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, студенты института, студенты колледжа, дорогие наши абитуриенты, родители и уважаемые выпускники. Очень рада сегодня вас всех приветствовать на нашей онлайн-встрече. Сегодня мы познакомимся с Восточным институтом. Нужно сказать, что мы в институте стараемся придерживаться преемственности, чтобы наши студенты, наши абитуриенты знали не только нас, своих преподавателей, но и наших именитых, знаменитых и достигших больших результатов на профессиональном поприще выпускников. И сегодня поприветствует вас всех директор нашего института, доктор политических наук Родионов Владимир Александрович. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Надежда Бадмажаповна. Добрый день еще раз всем присоединившимся сегодня к нашей встрече. Я в первую очередь, конечно же, приветствую наших потенциальных студентов, нынешних школьников, выпускников, учителей школ, их родителей, которые откликнулись на наш призыв, на наше приглашение и решили побеседовать сегодня о том, что такое Восточный институт и почему поступление в Восточный институт – это перспективно, это здорово. Сейчас я буквально в течение 10 минут расскажу об основных направлениях, об основных профилях, которые предоставляет Восточный институт, куда каждый из абитуриентов может поступить и, соответственно, продолжить обучение уже в стенах Восточного института. Так, демонстрация экрана. Угу. Видно, да, на экране? Да. Вышло, да? Угу. Видно, видно. Угу. Вот небольшая презентация, которая поможет вам лучше узнать о том, какие у нас есть возможности. Точнее, какие есть возможности у вас и какие мы предоставляем для вас возможности. Восточный институт – это учебное подразделение, которое занимается профессиональной подготовкой востоковедов, прежде всего востоковедов, но и профессионалов ряда других профилей. Не случайно, как вы видите, на гербе, на эмблеме нашего института нанесена точнее на эмблему знаменитая латинская фраза, которая на русский язык переводится как «свет с востока». И это не просто фигура речи, это реалии начала 21 века. Не случайно расхожей считается фраза «21 век – это век Азии». Эта фраза подкрепляется рядом веских объективных фактов, а именно то, что Азия – это центр экономической жизни современного мира. Азия – это, безусловно, культурный ориентир для многих стран и народов. Это большая демографическая часть мира, то есть Азия – это тот регион, который привлекает людей со всего света и, соответственно, изучать Азию, как она устроена, как устроены страны Востока, какова их политическая система, культурные ценности, языковые особенности. Вот обо всем вы можете узнать, и не просто узнать, а профессионально подготовиться, если выберете Восточный институт. Восточный институт – это учебное подразделение Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. И он насчитывает уже около 28 лет с момента основания и включает в себя ряд
направлений, таких как востоковедение, зарубежное регионоведение, туризм. Ну, отдельно сегодня будет сказано о бурятском отделении, которое также является частью Восточного института. Восточный институт один из самых многочисленных по составу студентов в Бурятском госуниверситете. Он насчитывает порядка 700 человек. И кроме студентов, это, конечно, дружный коллектив высокопрофессиональных преподавателей, которые будут в течение ближайших 4 лет обучать вас различным знаниям, умениям и навыкам. И вот, что вы можете выбрать в качестве направления для изучения? Востоковедение африканистика включает в себя несколько профилей. В частности, профиль языки и литература стран Азии и Африки. Это филологическое направление. И если вам интересна литература Китая, то ваш выбор соответствующий. В качестве основного языка у вас будет китайский язык, и второй восточный язык – это корейский. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, выбрав данный профиль, вы будете обучаться на сетевой, точнее в сетевой форме. Это означает, что часть вашего учебного процесса пройдет непосредственно в Китае, в стенах Чэньчуньского политехнического университета, который является нашим хорошим другом и партнером. Чтобы принять участие в конкурсе на данное направление, вам необходимо иметь 3 ЕГЭ, то есть точнее ЕГЭ по 3 предметам. Это русский язык, это история и иностранный язык. Также хочу обратить ваше внимание, на этом слайде и на ряде последующих мы отображаем количество баллов, минимальных баллов, которые необходимо вам иметь, чтобы иметь право участвовать в конкурсе. Напротив каждого предмета вы видите тот минимальный балл, который вам необходим. Кроме того, справа вы можете видеть количество мест, которые мы запланировали при приеме на бюджетную и на договорную основу. Если вам более интересна Япония, ее культура, ее язык, то ваш выбор японская филология или литература Японии, где основной язык будет, соответственно, японский, а вторым будет китайский язык. Набор ЕГЭ тот же. Русский, история и иностранный язык. Ну и, наконец, еще один вариант для вашего выбора, если вам интересна филология и литература, это литература Монголии, где, соответственно, основным языком будет монгольский и вторым восточным языком китайский. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что набор ЕГЭ несколько отличается от предыдущих. Здесь это русский язык, это история и общество знаний. Помимо литературы, не менее перспективным и интересным направлением в рамках востоковедения мы считаем социально-экономическое развитие стран Азии и Африки. В данном случае речь идет о экономике Китая. То есть, выбрав это направление, вы будете изучать экономику Китая, где основным языком изучаемым для вас будет китайский и вторым – корейский. Здесь также обращаю ваше внимание на то, что обучение будет в сетевой форме, совместно с Чэньчуньским политехническим университетом. Набор ЕГЭ – русский, история и обществознание. Если вам интересна история, начиная с древности и заканчивая концом 20-го, начале 21 века, то ваш выбор лежит в сторону истории стран Азии и Африки, и речь идет о истории Китая. Основной язык китайский, второй язык японский. Здесь также используется сетевая форма обучения. Набор ЕГЭ, русский, история и обществознание. Изучать Восток, изучать Азию можно не только выбрав непосредственно востоковедение. Не менее интересное и перспективное направление – это зарубежное регионоведение. В данном случае речь идет об изучении Кореи, корейского государства, с точки зрения его политического развития и его внешних связей. То есть вы будете изучать корейский язык как основной и китайский язык как второй восточный язык. Набор ЕГЭ тот же, что и предыдущих профилей. Это русский язык, это история и обществознание. Наконец,
Еще одно перспективное и очень актуальное для нашей, в том числе и республики, направление – это туризм, технологии, организация экскурсионных услуг. Здесь, исходя из даже названия специальности, названия направления, вы можете понять, что речь идет о изучении искусства ведения туристического дела. Это и навыки гида, это навыки экскурсовода, это навыки управления турсферой. То есть это довольно многогранная сфера знаний, учитывая, что для Республики Бурятия туризм – одно из приоритетных направлений, причем туризм как связанный с международным туризмом, это иностранные туристы, которые последние годы в массовом порядке посещали нашу республику, и, конечно же, и внутренний, то есть внутрироссийский туризм, когда многие граждане России из других регионов с удовольствием приезжают к нам, изучают наши прекрасные места, красоты. Здесь у вас будет выбор, либо это будет китайский язык, либо это будет монгольский язык. Набор ЕГЭ тот же, это русский, это история и обществознание. Для тех, кто, может быть, не успел записать, зафиксировать цифры, которые я представил, я хочу сказать, что ничего страшного. Все эти цифры мы, я думаю, разместим, и ссылки, точнее, на эти цифры мы разместим под видео, которое будет размещен на YouTube-канале БГУ. Кроме того, аналогичные, то есть эти же цифры вы можете найти на соответствующем сайте Бурятского госуниверситета, ссылки на которые тоже, я думаю, будут размещены. Кроме обучения, точнее, кроме вот этих голых цифр, да, я хотел бы буквально несколько минут рассказать о том, что из себя представляет реальная жизнь в Восточном институте, то есть если вы будете студентами, чем вам предстоит заниматься. И на примере нескольких фотографий на этих слайдах я хотел бы показать, куда наши студенты ездят, чем они занимаются. Вот в данном случае это языковая стажировка в Китае, в Пекине, которую проходили в свое время наши студенты. Кроме того, в Китае мы связаны очень сильно, в том числе через Институт Конфуция, который существует в стенах нашего университета, и ежегодно проводим различные праздники, фестивали, связанные с Китаем, его историей, его культурой. Перед вами стажировка наших студентов в Южной Корее, в городе Пусан. Еще одно очень популярное среди абитуриентов направление. Это уже фотография, сделана в Японии нашими студентами. И забегая вперед, скажу, что сегодня мы ожидаем подключения наших студентов из страны восходящего солнца, которые могут лично поделиться своим опытом, эмоциями, которые они испытывают, находясь в этой стране. Наконец, Монголия. Еще одна страна, самая близкая к нам во всех отношениях. Куда тоже на языковую стажировку ездят наши студенты. Вот это эпизод из жизни туристов, наших представителей туристического направления, студенты, которые проходят, точнее, осуществляют сплав по реке Селенга, тем самым проходя практику активного туризма. Также это изучение быта, нравов, обрядов, материальной и духовной культуры народов, которые веками проживают на территории нашей республики, соответственно, чтобы в дальнейшем уже рассказывать с профессиональной точки зрения всем туристам, которые будут посещать нашу республику. Ну и, конечно, обучение и жизнь в Восточном институте – это не только занятия, лекции, семинары, это активная культурная жизнь, это знаменитый фестиваль «Студенческая весна», в котором традиционно Восточный институт представлен очень широко, всегда является лидером данных мероприятий, поэтому если у вас есть таланты в области танцев, вокала, декламаций, то милости просим и проявить здесь, в стенах Восточного института, ваши таланты. Вот, собственно, наши ресурсы, наши источники в сети интернет. Это ссылка на сайт Восточного института Бурятского госуниверситета. У нас есть страничка ВКонтакте, очень активно поддерживаемая, и есть, соответственно, свой Инстаграм.
повторю еще раз, ссылки, активные гиперссылки на данные ресурсы будут размещены внизу под видео. Больше я не смею задерживать внимание наших сегодняшних гостей, потому что, я думаю, будут люди, которые более живо и интересно расскажут о том, что вас ожидает в Восточном институте, поделятся своим опытом. А я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы к нам присоединились. И надеюсь, что эту фразу, написанную на разных языках, которые изучают в Восточном институте, мы сможем вам сказать и 1 сентября следующего учебного года. Добро пожаловать в Восточный институт. Спасибо. Владимир Александрович, спасибо большое за ваше выступление, за краткое ознакомление с направлением подготовки, которое у нас осуществляется, и с тем, как наши студенты проходят настоящую живую практику в странах изучаемых языков и у нас в Республике Бурятия. А сейчас я хотела бы предоставить слово кандидату филологических наук, заведующей кафедрой бурятского языка, методики преподавания Цендажиевой Байырме Дамбиевне, чтобы Байырма Дамбиевна познакомила наших гостей с подразделением Восточного института, с Высшей школой бурятского языка и литературы. Байырма Дамбиевна, пожалуйста. Сайбана, меня слышно и видно, дорогие коллеги, дорогие учащиеся, слышно, учителя, гости. Презентацию тоже видно, да? Презентация открылась, ага? Было видно, по крайней мере, до этого. Было видно, ага? Сейчас пока нету. Сейчас пока нету, да? Пока нету. Сейчас, подождите, тогда я тут немножечко отрегулирую. Так, Zoom. Демонстрация экрана. Ихиле. Зачитывательный вид хороший. F5 гентар хадымне характаха большына. Sen bana kundatan ukut, sen bana kundata horakşat, bakşanar. Mana dedi horgoli durgan mırgı жылтыт. Та бүгүнни ена олзылгада харжы байхада ылдып оронхо хабады жбайхын мыргы bakşınары сашда хорхухибуди харжы байхада екі байсы жбайнапте. Тед мунодыр ина мыдесыл мана захирыл Кармаханда Тибикжаповна Гунжитова хылхыбайга тигет тимы шалтаганар болет байхадан намай муна дейди хурголи тага коржу гут также хандахын байна. Мыни багахын мыдесыл хада бурят хылыне болон орын захиоле дейдин хурголи тухай. Инимне юнгашыба мининара Цириндаржиева Байырма Дамбиевна. Нин турун би топшахнор мана дейдин хурголи тухут хатанда хылы дугу ина дейдин хурголи хун хайнар мутнугу гжибиханнабе. Мянгу йонзон гушон койронхо ихилжа буряде гурне тыруйды бакшнары дейди хурголи да орот бурят хылны бакшнары былдыдык тухын хылы бушыгай ахалбаре байхынга шапта. Ин мана тихыда дейдин хурголи мянгу йонзон гушон койронхо тухые ихилны гэша. Мянгу йонзон йөрөнгөндө февраль хараха буряде гурне бакшнары дейди хурголи да хубурят хылы бушыгай ахалбаригат би болгахынжым. Тыра халбари би оро баха тугысы хым байнап. Удан хойыр мянга хойыр онхо ихилжа ина халбаримне ундыхытны гуманитарны дейді хорголы гыжа хобилжа нырлыгды хым байна. Тецашта ина тухын ходханоды ирадусхыда хойыр мянга арвын горбын онхо зун зүге дейді хорголын бурят хылы бушыга бурят тахык болат худылгын байнапте. Хойыр мянга арвын юхоңаны декабрь харха жыл улу техне санаха зун зүге дейді хорголын дыргыды бурят хылны болон орын захиолы дейдин хорголы же имкиткті хым байна. Тимы ина тос хорголыда биде дейдин хорголыда муна биде бурят хылны болон орот хылны бурят хылны мыргы жылтыдые нин турум бакшнарыя былдыны гэшипте. Тигет сашыда ина маны дейдин хорголы амиара тусхай халбаригу дейді хорголыгу болжы гархы же болтада элгыжы байнып тигет найданып дешиге же. Тиште ирмылзыны Муну дере бурят хылны болон орын захиолы дейдин хорголы хада горбын ихы досого
кинуттегия нынтрон инымне бурят хылне болон эвен хылбышыгы кафедра кафедрын одредакша Сергей Гармаевич Ашоров инды мына хабады жыбена педагогика РДВ кандидат доцент тихдин мане кафедра бурят хылне болон заха онларгын кафедра би тыни тулолжы ябды муно тихдин мане дедин хурголеда бурят хылы хубжолгын сахилгын болон бурят хылы сахихы болон хубжолгы туп худылды кеше има гурмун дасого имкинутте бенепти муно дере мане дедин хурголе бурят хылны талар ямар мыргыжылты дейі былдыны кеше бипте Болтанемы дехер деди хурголе хойыр шаттате бакалавриат тигет магистратуры гыжы хубарды гышатта бакалавриатты биде филология гыт шыглылер мыргыжылты дей былдыныпте Тихде бурят хылне болон англи хылне хылнуте болот хойыр хылы мыдыхын мыргыжылты карны кеше мун хойыр мянга арвын долонгын хойхилжы педагогическое образование с двумя профилями бурят орыт хылне бакша мун бурят монгол хылне бакшнырые былдыныпте Тихде хылыбышык филология гын бакалавриады мыргыжылтыт дурбын жылы тошыда былдыгдыдык гань тер хойыр хылы захы гын мыргыжылтытне педагогическое образование табын жылы тошыда хоржа кархы зыргыты. Иненhe гадна мане дедин хурголе бурят хылне болон орын зохиолы дедин хурголе магистратура те хойыр шыглылар бахал хылыбышык филология гаднырылныпте мун педагогическое образование бакшныры болбосары бакшныры былдыхы шыглыл болнылда. Битне топшор хылыгу хуне сак утам барха уинтуло тигет ямыр шалгылтноды барха хырктегешип мане шыгылнутта орхинтуло. Хылыбышык гын шыгылда орхинтуло ины жыл бурят хылымба орт хылын гедбенигже ина презентация харныпте тихде шалгылтноды гурбың нигдихин орт хылын хойдихин орын захел горбадихин тухы Ины жыл аңқынға инді бурят хылы болың орын захел загдыдығы баға ины жылға индімне орын захел оршод бәнік жа аңқарыкты тимхе имы ғұрбың еге гейлда шалғылты тұшақы арғаты. Педагогическое образование гыхын бурят хылны орыт хылны бақшыныры биді орыт хылны болың орын захелы бақшыныры былтхы бәніпде индімне общество знаний гатбайдык тимго мун тихыда бурят хылын ито горбун шалгылтнуде хулшин шалгылты бурят хылын мане буряда гурне иго хорголида тестирование аргар унгыртхы болны гышы и сашыда ямыр ушо мыдесыл битне там жол хаханнеби быхыда индим налун худога ухибот хабат жбайны жаханнеби тимхе кунды ташаганак шидби иланга ягансы бурядара дугар хыгжа орылдынып десыл там жол хыгжа зорлоготе бенлебада тихде хойыр мянга хорин инехин хусыны кархадыпне хойыр мянга арвын далоңын хо хойыр мянга хорин нын болтыр хыды ухибот мане кафедрада мане дейдин хорголды ины мыргыжлар хорны гашып гыжы харжы бенте ины таблицар хусыныгор хархада хоринут на хойыр хобиха биритне нигдихим не федеральный бюджет he уктыдык хоринут баха и хойырдыкин бурят орындымне бурят хылы хубжолгын гурне программы гыт ябдык гашапта жылhe жылды тиндимне ихы мунгун хомалыгдыдык тыры программын мунгор мане дейдин хорголыда буряда гурне ихы хорголыда жылhe жылды хойыр мянган арвын долон онхо ихилжы карныта арба найман утта бахым бана арбы юха хорин онутта хорин хоринут ойотатта карагдам бендгеше мун тихиден хойыр мянга хоринын онда харха болахатне арбын хори федеральный бюджет he и арбын хори мане бурят улысы бюджет he каргатта бендгеше изимне педагогическое образование уже шыглылы и ушоныгы шыглылны хылыбышык гыжы шыглыл индимне баха хойыр мянга хоринын онда федеральный бюджет he табын хори мане бурят улысы кымжен he арбын хори арбын кун ораха аргытай байнылда имырху бана топшор мыдесыл мане бурят хылны болон орын захиолы дейдин хорголе топай тимхе бурят хылны бакшы болха орт хылны тыртода бакшы болха дорте ухивут мане дейдин хорголде ирикти имы шалгылтноды барикти болтейитне оренипте муночига цашада мини ханахада мане бурят хылны
Анкуйда бурят кылыбышыга мыргышылнодер дургахан муно ойда курылжыбахан сыт волшыт мудежа ырдамтат и муно дере хоржыбахан ойотатне ина хорылсыл тухайга мун ина мыргыжыл шылхын магат тухайга тер муно курылжыбахан мыргыжылтатне танда тадархайгор хорыхы байхыгжа найдулнапте Тимуда дуре Надежда Мадам Бивна. Ага. Мадам Бивна хенда. Ага. Хенда ихы Бugün desel ter yünder harhar. Buraya da gurna ihı horgolin saytı dere. Ter yegege bal. Yun kırıkte mandı şeyhanda hatna elene bugünga saytı dere ba takıp gidiyor. Kıldım. Henta da. Мадам Бивна бурят хыл бышыгы литература дедин хоргол тоха тапшыкнар хоргындытна байры хургыныгы шыбде. Амжилты хусыныбде тигет. Уважаемая мадам Бивна, большое спасибо за выступление. Думаю, нашим абитуриентам было очень интересно, особенно тем ребятам, которые выбирают, хотят связать свою жизнь с бурятским языком, литературой, культурой. Сейчас позвольте мне перейти к следующей части нашей встречи и дать слово нашим выпускникам. Мы безмерно рады вас видеть сегодня, потому что многие из вас – это наши сокурсники, это те, кто с нами учился ниже, те, кто у нас учился. Поэтому такие теплые чувства на самом деле переполняют, и я думаю, что это взаимно. Но, к сожалению, мне хотелось бы сказать немного о том, что мы, к сожалению, ограничены временным регламентом, и максимальное время выступления будет около 7 минут. Спасибо вам большое за понимание. А сейчас я хотела бы предоставить слово выпускнице нашего института, министру туризма Республики Бурятия Абрамацареновой Марии Борисовне. Мария Борисовна, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Конничева. Татьяна Неманхао. Амарсен Хондетеню Тагархит, как говорится, на всех 4 языках, которые я где-то с большей степенью, где-то с меньшей степенью, но именно выучить их мне помог, конечно, наш любимый восточный факультет. Когда я училась, это был гуманитарный институт бурятского филиала Новосибирского госуниверситета. И для нас, конечно, для всех выпускников это действительно и альма-матер, и самое, наверное, такое лучшее время нашей жизни, студенческие годы. Поэтому, дорогие ребята, всех вас призываю не уезжать из Бурятии и поступать в наши вузы, учиться здесь, особенно если вы мечтаете связать свою жизнь с изучением, в первую очередь, конечно, стран Азии, восточной истории, восточной филологии, философии буддизма, вообще вот социально-экономического развития, то, что сейчас происходит, да, в мире, политическая ситуация в мире меняется, парадигма вообще развития меняется в мире. И здесь, конечно, страны Востока, они идут в таком, скажем, наверное, в опережении во многих вопросах. И почему именно нужно изучать языки здесь у себя? Потому что в институте дается в первую очередь самая лучшая база в части изучения вот именно грамматики языка, его построения, правильного построения. То есть если вы поедете сразу после института там, в Китай, в Японию, после школы, то есть учиться языку за границей, вы, конечно, можете выучить его быстрее и проще, но этот ваш язык, он будет таким, ну как, грязным, наверное, неправильным с точки зрения самого языка этой страны, поверхностным, потому что основы грамматики и основы вот непосредственного построения языка, они, конечно, даются здесь, и это нужно его понимать, тем более я уверена, что профессорско-преподавательский состав сегодня Госуниверситета, именно Восточного факультета, он на высоком уровне, и Институт Конфуция, который сейчас работает, и Корейский университет, это факультет, да, они все обладают
и носителями языка здесь преподают, и люди, которые тоже заканчивали вот вместе с нами первые выпуски, сегодня вот уже работают. А потом, когда вы уже его выучите, узнаете историю, знаете вот все традиции этой страны, да, конечно же, вам уже будет проще и нарастить разговорный язык, нарастить вот этот общение свободное с носителями, и вы будете уже таким, скажем, достаточно высоко дипломированным, квалифицированным специалистом именно в области восточных языков, восточной истории, вообще восточной вот политики. Поэтому, дорогие школьники, я вижу тут и тонкинских очень много, школьников из Курумканского района. Я сама закончила школу в Курумкане, в Курумканскую среднюю школу, училась здесь, в Бурятии, 20 сколько уже лет назад. Ничуть не жалею, никогда не жалела, что у меня какое-то образование. Я всегда гордилась и горжусь своим образованием, поэтому все, что, ну, хорошо там, где нас нет, да, есть такое выражение, понятно. И каждый человек, он сам строит свою судьбу, строит свою жизнь, и надо просто стараться, надо работать ежедневно, ежечасно, ставить перед собой большие цели, потому что в них легче попадать, поэтому... И, конечно же, трудолюбие, усердие, еще раз усердие, особенно в изучении языков, в изучении вот, прописывания, особенно китайский язык, корейский язык, японский язык, они достаточно все интересные, все такие очень звучные, красивые. И, конечно же, в первую очередь нужно знать свой бурятский язык. Это тоже такая очень важная, наверное, сегодня нужно изучать наш язык в первую очередь. Ну, у меня кратко все, потому что время достаточно ограничено. Еще раз всех рада приветствовать. Приходите к нам. Особенно хочу сказать в защиту еще кафедры туризма или направления туризма, которые есть на Восточном факультете. У нас вообще иностранный поток занимает 20%. В общем потоке туристов, которые к нам приезжают. Понятно, что больше это, конечно, россияне, наши домашние регионы, Иркутская область, Забайкальский край, регионы Центральная Россия. Сейчас вот у нас активная чартерная программа, начинается уже зимняя чартерная программа. И, конечно же, вот с каждым годом увеличивается приток именно иностранных туристов. В первую очередь это Монголия, да, у нас на первом месте. На втором у нас туристы из Китая. А потом идут Германия, Франция, Корея и Япония. И что интересно, интерес, то есть к Бурятии, к Байкалу с каждым годом растет, ну, такой очень прогрессии. Мы к началу 2020 года вышли практически в первом квартале, у нас рост был на 19% именно в иностранном потоке, то есть к нам уже ехали японские туристы, активно с Таиланда очень много приезжало туристов, с Китая зимой, потому что зимой тоже очень такой вот сейчас февраль-март, Байкал уже устойчиво замерзает, поэтому пользуются спросом туры на ледовые, так скажем, посещение льда байкальского, мероприятий, Сагалга, наш Восточный Новый год. И, конечно же, нам очень нужны люди, ребята с горящими глазами, которые отлично знают японский язык, корейский язык, китайский язык, монгольский язык, знают свое краеведение Республики Бурятия, знают основы организации экскурсий, как правильно продавать, организовывать туры, как знают традиции и культуру поведения тех стран, да, тех туристов, которые к нам приезжают. И этому всему можно научиться вот на кафедре туризма Восточного института. Поэтому на практику всех тоже приглашаем к нам в Министерство туризма, в наш туристско-информационный центр. Можем прямо вот, когда надеемся, что в этом году границы у нас откроются, хотя пока только ожидаем, наверное, третий квартал 2021 года, но будем работать все равно путешествия и туризм – это неотъемлемая такая потребность человека, и она никогда не
прекратится, наверное, с каждым годом будет все больше и больше только востребовано. К тому же мы сейчас переходим в режим единой электронной визы, когда уже и для визовых каких-то формальностей снижаются барьеры. Люди могут просто там за 4 часа оформить визу в любую страну и поехать путешествовать по всему миру. Здесь, конечно, кто владеет языками, и чем больше вы качественнее их несете и владеете, тем выше и качественнее будет и ваша зарплата в первую очередь, и ваш сам жизненный уровень и статус. Поэтому всем мира, всем добра и всех рада очень видеть. Арина Валерьяновна, привет. Спасибо. Мария Здравствуйте. Спасибо большое, Мария Борисовна, за теплые слова. Да, ребята, вот видите, какие кадры выпускает наш институт. Выпускал и продолжает выпускать. Спасибо большое, Мария Борисовна. Мария Борисовна, большое спасибо за то, что смогли к нам присоединиться, нашли время. Да, нашим ребятам нужно видеть, что у нашего института такие высокопоставленные, такие профессиональные кадры, что наш институт может выпускать министров самых разных сфер. Поэтому вы уже были у нас в гостях. Спасибо еще раз, что вы к нам присоединились. Будем рады вас видеть еще раз. Спасибо. Приглашайте, я, к сожалению, вас покину. Всем удачи. Конечно, конечно. Да, большое спасибо. Уважаемые участники, следующий спикер – это выпускник нашего института 1999 года Шайнжонов Булат Баирович, кандидат филологических наук, директор Республиканского Бурятского национального лицея-интерната номер 1, председатель Ассоциации этнокультурных образовательных организаций, председатель Кишингинского землячества ХЖНГ, обладатель знака «Эффективный руководитель» 2014, 2017, 2018 годов в рамках Всероссийского конкурса Невской образовательной ассамблеи. Булат Баирович, пожалуйста, вам слово. Долдана, Харагдана. Надежда Матнузапна Нагавага Захабрюху, Юрий Юнгандуше, Юрин Баванганду, Дурга Химде, он зам Юрин Баванганда, Тируидитне, Нересе Яка Ханерхоте, Тирсакта, Мане Орхасакта, Иркитер Раднаев, академик, Хубушиге, Димей, профессор, доктор, Затыгвагахан, Тикде, Дикамбахан, Тируисакта Яка Хэн Зуб. Хава барин тоже нехим байнеге жаханнап, юбукада кудоға ерхін кубуд басығыдайы бұғыдайын қосығы болжы, шатыт хывы болын бурят хывы гет. Тағық нехим байна, тірі ерін қойыранды, иге өнекін тағыға нектікеді, алын кубуд басқыдуд, бұде бурядай гүріне, тірі үйді шо тірі бурядай гүріне, Доржабан Зарова нерімізді бурядай гүріне дейді ғырғолы, кізі байын, игеде тренді, бұде алын зан держі арған байнар дейін. Уникоросия на хорн дургун жуе садате оринго туру иха оргулия дурга двехада хайхын осинге вена муно куртуро бде нухут кубудере сок камта нухут баскадара кубудере озажа оринго аютын хайынга уи яндыгы бде аютын хайында уиде нересе иха ханерхоте вен муно ина буряда гуруне иха оргулия арха вен кубуд баскатта Муңы оринго хаубашы индихе мане бакшыныр екі бүркі бакшынырты біде зауға жағарған байнырде юғы күді иімі бакшынырыйы үндігін дәрітіне ұшо екі үндігі орғолжы хамыл бодығы дәрітіне иімі үндір хамыл бодығы болғажы иімі шығыл қарулат ұқыдың яжы ині ажы байды дәрі оринго хөвінді яғы заншылды дұрғы байқып шегізі. Это замуды толкого энергетическая родная вынырубове. Мане уйда нересе алым профессор нут бұрқы бақшынырта залғағын байнырде. Сайын бейш Балданов, сайын бейш ұры мұни үрдімі құтыл көрекші байын кандидатский высыжы байқау есақтымне. Ташнем Даржиев, Ташнем Даржиев тұқай хамқа дәрі нересе Тиру исакта бурят күнде нересе хүнді байдылды байғасы
одоо хөвдөг байхан бурят хөвөмнө хүдэр хөвөн гэж ямар ч сагта бурят хөвөмнө халхаггүй бурят хөвөө хүмүүжж хөгжөөж урагшин болгоож хөгжөөж явагдтыг гэж зааврын мөнөөши культуроо манай Ухан болоод явдаг. Сашны Валентин Игнатьевич Залхоевой, но Валентин Игнатьевич Залхоев нахада нэршие их хонирхотойгоор өөрөнгөө лекцэнд өнгөргөдөг байхан өөрөнгөө энэ урдтай бид юун дээр бурят бүсгээ таагаа юунтай төгсгчтэй уусах дээр нэн тушаа хөөрөн би нэршие лекцэндэн анекдотууд дээр хөөрөгдөж байхаа водных языкознание юун дээр общее языкознание Хуверен ведение языкознания нигдихянгида, хуверен тавадихянгидамне общее языкознание ваха. Ины хунда зуевнудые, анца иха нега аниго угнуд дере задыг байгахан. Үн дээр харахада миний кукшин авамня Кремль дээр худуудаг гэж. Гэдэг нь. Тэрэт на харуушин удаа гэдэг. Ихэ хивэд сашин энэмна $1000 авдаг гэдэг гэдэг жил саго гэдэг миний кукшин режимне Ленини хархан гэдэг гэдэг зураг дээр гэдэг ихэ хивэд их хонирхотойгоор ийм л ягсандын хэдий живэ өнгөрөөш мөнөө хүртрөө байдаг гэж. Ийм бүлэгтэй тавантай багш нартай заавгахам дэвдэг гэж. Но не будаешь дугаровый харнабде Валентин Батырович Махатов, ихэнх бүлэгтэй багш нартай их хайны хүрэх байнууд гэж. Тэгээд тугаарыг хөвэн Сергей Германович Сормантова методика заагаан багш яаж багшлах гэж. Тэгээд хөвхэ хандав нэрээс оюутан ерхэ оюутан бовха хорогшоттой нэрээс нааша ирэгтэй орогтой энэ буряданга гүрнэ их хоргуулын бурят хөө литературын тахагт орогтой юу гэхэд хэрвээ манай энэ бурят хөөийг хөгжөөгөөгүй хамнэ ондоо хинчи хажуутай ирж бурят хөөймнэ хүмүүжөөхө хөгжөөхөө байнагүй гэж. Игээ тиймээ юун дээр хөвдөг ашабда хүнээ хөвөнгөөс хүнээ тосоохи байдал. Ахирвээ өөрөнгөө түрүү хөөе мэдхэггүй ха бид өөрөнгөө тосоохи байдагын хүсэл дүүрэн илрүүж чадхаггүй гэж. Игээ энэ ушраар ганцхан шиг хараад үсгэдэмнэ. Тэгээд юнгс хөхө хамнаг бүхэд энэ оюутан саганга хахыг баха 2-3 өнгөөр ханагдах дуран хүрнэ. Юу гэхэд тэр үе сагта бурят хөөбөшига факультет гэж. Нэг дэн гэж бид мөндөд 90 онд 92 онд нэгэн хятад хөөний тахагта их овон хүмүүдүүд сугуурхан байгаа бий. Тэгээс тэр игээ манай их даваан гэхэд оюутан хахын хобото сугуурж ах дүү гүдэнгүйгээр буутан нэгдэж ах занаа хүндүүж дүү занаа дүмж явхан замнууд бид хүү бөмбөгө отонаадаг байхэмдээ. Мөнөө 33 дахь гимназид их пристрой баригдсан байна. Тэндд манай хурж байхад стадион байна. Тэр стадион дээр хобото ото ирж наадаг хэмдээ. Тэгээд 95 онд анх төрүүшин чиё бурят хөөбөшигэ түүхэд бид хүү бөмбөгөөр бурят бүрнэ их хоргуулинга бид эвоксл боожа гараа хэмдээ. Тэгээд тэрийг хэнхай хойш өшөө 2 дахин игж эвоксл боомдээ их идэвхтэй байхан тэр үе сагт бид үдийн хойно хүрдэг байхан 12 хахад хаа. Угөөнхөө намайг самч яштай үрдихээс үдийн хойно хоргуулдаашхас хоргуулинга хөөдөөсө тренировкодоошхос тренировконго хөөдөөсө нэг юу нэгэ хэмдээ. Ансамбль нэгэ хэмдээ. Тэр ансамбльдаас үрдихээс ансамблинга хөөд мөн өшөө нэг төрхөн өдөртөө саявгад шоошож үрдихээс гэж. Ойс угөөнхөө өдөрсө өдөр ийм их идэвхтэйгээр өнгөрөгддөг байхан. Тиймээ хүндэт хорогшоод хүндэт энд хорж байхан оюутач та бүгдэнд хандаж өгөх ханав ямар ч үе сагта өөрөнгөө дуртай юм хийж байгтээ. Өөрөнгөө урд зариугнуудыг тавьж тэдэнэ биевүүж байгтээ. Хэрвээ тэр төсвүүдээ хүсэд дүүрэн биевүүж шадбав таанад урдаа тарихын зариугоё хүсэд дүүрэн биевүүхэд хүсэд дүүрэн тэр зариугодоо ирэхэд гэж би хананавэ. Игээ тиймээ манай түрүү бурят уусамна уустамна байхын бурят гүрнэ их хоргуулида бүгд ирж
орожа хэн мүдісі абыжа арид гыжа түлкі вайневе. Хэн тада. Булат Байыдыч, хенда. Ажылайынға енді сақты жақын забыр олжы манытын елжі қабатылзыты хайни құргыжаны бе? Тегет ушо дахин узулғыш болқы ехейтіні баға орянып де. Хенда. Хенда байырва. Орендут на машейка байырва. Хенда. Хенда. Следующее слово мне хотелось бы предоставить выпускнику нашего института, Ражиева Олегу Владимировичу, директору Улан-Удэ Экспорт-Импорт Трейд Шанхай Компани, город Шанхай, Китайская Народная Республика. Олег Владимирович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, абитуриенты, здравствуйте, студенты Восточного института. Я в свое время в 1996 году поступал на Восточный факультет БГУ. Это был первый набор БГУ, именно образовался Восточный факультет, и это был первый набор. Я считаю, что мне очень повезло учиться на таком факультете, потому что знания, которые я получил, вот я сейчас, у меня дочка учится в Санкт-Петербургском СПБГУ на международные отношения факультет. Я сравниваю те знания, которые я получил и которые она сейчас получает. У них образование в основном онлайн. Я как бы видел материалы, да. Ну, практически мы получаем уровень образования один и тот же. То есть, закончив университет, мне Восточный факультет, я владел китайским языком на таком уровне, что было достаточно для освоения бизнеса в Китае. Ну, на тот момент, когда это начиналось, я закончил в 2001 году. Я не знал, как мое будущее, с чем я буду заниматься. Я был молодым человеком, тоже не понимал, где я могу работать. Приехал, когда я в Китае. Я в Китае одно время даже работал преподавателем русского языка, получился такой в Чанчуне, там, где я проходил практику. Но потом я переехал на юг Китая, в Гуанчжоу, да. В Гуанчжоу я уже, когда оказался в Гуанчжоу, я уже открыл гонконгскую компанию сначала, работал, ну, как бы, у меня не было опыта в экспорте, то есть в экспорте товаров, все постигал своими ошибками, своим трудом, нанимал много соотечественников, платил зарплаты, которые сами не умели работать. Потом приходилось тоже помаленьку все учились, набирались опыта. Ну, сейчас вот на юге Китая собрались, я так понял, уже достаточно опытные профессионалы, которые работают в Китае, как и я. Я в Китае уже почти 2001 года с 2002 года я как в Китай уехал, уже практически 18 лет, да, больше. В Китае за это время, вот я 6,5 лет назад открыл экспортную импортную компанию, которую сейчас называют, я ее назвал в честь нашего города Улан-Удэ, хотя не оригинально, но я знал, что я хочу заниматься бизнесом и развивать бизнес в Бурятии, поэтому для привлечения внимания так и назвал. Компания занимается у меня экспортом товаров в Россию. У меня есть украинские партнеры, тоже на Украину отправляем. Мы отправляем разнообразную продукцию, у нас нет специализации. Мы не являемся торговой компанией, мы просто предоставляем услугу. Услуга у нас самая обычная – затаможка. Затаможка, введение документов, закупка. Ну, соответственно, какая-то минимальная проверка тех грузов, потому что все равно нужно понимать, что ты отправляешь, чтобы там не было лишнего. Потому что некоторые товары даже мы не видим, то есть в глаза их не видим. То есть мы отгружаем, например, на миллионы юаней в месяц, да,
И как бы, соответственно, ты не успеешь все посмотреть, все увидеть. Отправляешь, да, там где-то мы видим товар, когда сами проверяем, когда сами ведем контракт, а где-то не видим товар. Но это, вот я еще хочу сказать людям, которые поедут в Китай в будущем, захотят работать в Китае, да, да, они на первых порах встретят, ну, им нужны, конечно, очень хорошие навыки китайского языка, потому что без, вот даже, ну, самый простой пример, да, мне приходится разбираться в налоговых законодательствах Китая, да, достаточно, ну, как бы много документации читать, даже где-то бумажку в банке подписывать, тоже надо прочитать. Ну, соответственно, очень много как бы приходится именно, то есть даже контракты у нас по контрактам мы почти, у нас есть бланк контракта, конечно, да, но вот так же все равно приходится обсуждать. Ну, так как уже с большим опыт уже работы огромный, уже все поставлено автоматизировано, есть и бухгалтеры, и логисты. Ну, логист у меня хороший. Есть и, конечно, люди, которые проверяют товар. Ну, я хочу сказать, что до этого момента я шел долго, но вот если пойти, как бы обратиться, ну, именно чтобы был правильный совет и правильная помощь, на самом деле в Китае я не скажу, что очень трудно. Я почему говорю Китай, это моя область, потому что я почти очень много лет прожил в Китае, и как бы, ну, сейчас я вернулся в Улан-Удэ, ну, под пандемией, да, и веду деятельность онлайн. То есть мне не нужно быть в Китае, мне не нужно, ну, могу я в любой стране сидеть, в любой части мира, также все продолжает работать. Обороты компании не такие большие, потому что мы себя сильно не рекламируем. У нас здесь, ну, с Бурятией мы буквально 2 контракта подписывали, там Бурят Фармация и Абсолют контракт был. Я думаю, мы потом здесь будем дальше по Бурятии распространять свою деятельность. Ну, а вот абитуриентам и студентам, которые сейчас заканчивают с китайским языком, с китайским направлением, я хочу сказать, что в Китае не бойтесь ехать в Китай, не бойтесь начинать деятельность. Единственное, да, конечно, приходится брать на себя обязательства, потому что в Китае есть свои законы, да, которые нельзя нарушать, и свои правила. То есть если человек честен, работает по правилам, то любой бизнес в любой стране, он достаточно открыт, ну, и спокоен. Я раньше беспокоился, я даже думал, как в Китае кредит получить, да, в банке. Ничего, спокойно можно получать кредиты, то есть это зависит от твоих оборотов, от твоей компании. Твои обороты твоей компании зависят от того, как ты общаешься с людьми, как ты ведешь свои дела, соответственно. Ну, вот, к примеру, да, например, самое минимальное, да, что вот мы берем, у нас получается сфера услуг, да, мы за свои услуги там берем, есть такой термин возврат НДС, ну, это кто знает, кто сталкивался, даже в России есть такой возврат НДС, в Китае тоже есть возврат ндс, мы помогаем при экспорте возвращать этот китайский НДС. Как бы раньше это был 17%, потом меньше 16, сейчас 13, на самый максимальный 13%. Соответственно, вот мы услуги свои не говорим людям, мы говорим, что от возврата НДС мы забираем 3%. То есть это как бы не такая большая, кто знает, кто вообще примерно сталкивался, ну это не такая огромная сумма.
вообще в этом бизнесе. Мы очень скромные на самом деле. Есть очень много компаний, которые берут и намного больше. Соответственно, если вот вы приехали в Китай, поработали, набрались с опытом, поработали менеджером по закупкам, да, там где-то поездили, попроверяли товары, допустим, наладили хорошие отношения с заводами, потом, то есть самая основная цель, когда я подвожу примерно, свою резюмирую, что надо пройти, к чему прийти, да. То есть, пройдя вот всю вот эту работу, вы как бы наработав каких-то китайских партнеров, да, друзей, вы, соответственно, станете перед вопросом, да, открытия компании и продолжения вообще бизнеса, да. Вот вы уже открыли компанию и примерно определились с профилем, с чем вы хотите заниматься, в каком направлении, и, соответственно, вот на этом этапе как бы, ну, это закономерный этап. Я так считаю, что я хочу просто дать рекомендации людям. Закономерный этап, к которому можно прийти, да, то есть. И, соответственно, если вы работаете по компаниям, с компанией, то это достаточно честный бизнес, потому что все по контрактам, все видно, все проверяется. А то просто я знаю, что есть люди, очень многие, которые в Китае работают, они работают не очень хорошо, то есть как бы и берут откаты и комиссии. Это неправильно, я считаю. Поэтому я предостерегаю от этого. Да и сейчас в Китае уже Китай изменился. Вот я, например, здесь сколько лет проживаю, да, Китай поменялся на моих глазах, наверное, трижды. То есть и все сейчас поменялось. Даже сейчас за этот год в Китае, как я уже отсутствую, то есть я нахожусь в России целый год, из пандемии не могу заехать. Поэтому Китай сейчас тоже поменялся, и уже другие отношения. Я призываю все равно не бояться изучать, или вы будете изучать китайский язык, или корейский, или монгольский, ехать в страну, открывать свой бизнес и успешно работать. Спасибо за внимание, не буду занимать очень много времени. Спасибо, что послушали. Если будут вопросы, можете обращаться в консультации. Олег Дажиевич, спасибо большое за то, что уделили время, смогли к нам присоединиться. Наша задумка нашей встречи вообще состояла в том, чтобы собрать наших выпускников разных лет, и тех, кто закончил это в первом выпуске, и тех, кто вот совсем недавно закончил, из разных сфер, чтобы наши абитуриенты и наши студенты могли видеть, как можно реализоваться после окончания нашего института в самых разных сферах деятельности, от власти, науки, бизнеса, образования и так далее, да, чтобы вот это было все очень наглядно. И вот сегодня, получается, Олег Владимирович нам показал, как можно реализовать себя в бизнесе именно в стране языка, который вы изучали, изучаемого языка. Да, я изучал китайский, да. Да, и до этого Мария Борисовна показала, как на своем примере показала, как можно после Восточного института быть в самых высоких наших государственных структурах власти, да, и Булат Баирович на своем примере продемонстрировал, как можно любить бурятский язык и руководить образовательной организацией. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово следующему спикеру. Это Намдакова Ольга Дажиевна, шеф-редактор студии радиовещания гостелерадиокомпании «Бурятия», член Союза журналистов России. Ольга Дажиевна, пожалуйста, вам слово. Всем бана. Ага. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, дорогие наши бакшинер. Я прямо пока думала, да, что говорить. Так заслушалась Олег Владимирович, прям мне так уже представилось все эти логистические терминалы, как он ведет бизнес, какие там эти, да. То есть мне стало интересно и хотелось бы с вами пообщаться еще поближе, может быть, передачу записать на радио, потому что вот эти советы, они на самом деле очень нужны.
бухой хилнут моно интернете хужот вехда уиша хоболох имта моно интернетер бит ханаши харилсха ямши хирге болха аргате болон хайванабде би ортахага хылхы болаха буряде курне университет менге юнзон ерин дургун ондаржа менге юнзон ери юхун онда дургун байнап тикдере хайы институт байна университет болот институт орот университетте дипломте гархан байнага шагда тегет орит хылгы хаймда болот байрич амургы бырхы бакшнотта залга хымтеге женерешья мерте солте амургы бырхы бакшнотта залга апте тегерле убин ханга хортык байхадал угловор болтер гыхерлтер гитара дердолга должил амургы их абьясте их шояте их хюте тима аютне ха каталган байнап тетимhe тандна мыргыжле шылжыбайга хут басыгыт эм кодемне ухибудын зумдорот бендхемта ханар болчузыкты энехин тон нахнетне гойхын хаха игет олон нүхтэй бол хазовате орунго туру бурядара доогоржа хухилдыжа наадыжа игет хуйна хара игет солгожын нүксжыбайха има азы талаг эштигин мане буряде дейди хурголи унгешуда Когда холо хари гурун ишетише Москва има чохорхал има абзу тигеши хана гыртеве хада бурилха буйдынга алмахте химгонга ото заямнеши ха дуты тигет хижбэхэн тырганса урго харат ямна ушып баха бурят орненго туло хылненде туло гырбулинго туло хобинга туло гэрлэтэр хоймумне нэгэ бутун болны гэжэ хылхахандок тигет моно Олег Владимирович хылхахымда андохнуды бахауз шугайхада ямар хэм бэйн билж дерешигет томо ардут ондо ундыгы яттут жижи бажнуды болинеге шапта биден бурят хылык уже хыгадыл бахан федеральный удусын холли ноде гархадан тон хорголду усхы болханы мыт асодонот каршын войнаны гансмане бурят хавате бушы багы яттут болтундым на хавате асодога шапта тигет тонтер хунгеш ин духедер гет дорте доргуй орт болхахны вели хитат болхахны вели турдугуй хаймдида биде авыжим боянгар нубуй борхатанга ушолор гылда амургуй хыдын уйы авыжин шогон бихаткарда хиптайм бурят шарете бурят зон бурят газарта тихдейді бурят хылтел вайхада ондо ямар шихылы биде ядамургуй шодолха аргате бүлікте ухате беніпте тигде бурят хылтел вайхада орт хылы хитат хылы монгол хылы Корея салонгыс ямар шиха хылы англи хмуту хол адлетикши узодла мөдедлы күнхо тоғы ханышын япха ямар ши бизнес ханышын ямар ажылды унdur тушаалнокто бугат худухы аргате беніпте тигде нехин мане буряде дейді хорголиге шыхда буфак кешіпте Энехэн тон боянте тон ол шухлы ажыл хыжывенеге шылданы дейді хорголды эне бурят хылие заха гыжы тихде биды эне ундыхын арып гышы эне буе хундулжы ханыш е бухы шаңғы хындыш болуктун го епкен тулу эне тон турушин тон ол зарывайо буйгулхы ехтепте тихде эне дейді хорголды хоржывай хада тант мне убахан хвай хата ихыл нахя ямар зуб юм хылым бага гыштагыш юнду хыда хонгат юнабда тулол ходол гат ямна хаймда хашапта ямдыгымды ярына ютта тухы хыркте хитих а унун дер юна тулол биден рухедер хум болжу турттык юна тулол ажал хыдык яхяны хум буерны духеда гарап тигж баха тиба асодоноде хариу бутирхы болахал эне наханда орунго гыр булуйнго норм ютаганга ажыбайдлы оотун татх дэшин татх гыжы тигде тэр дэшин татх болкодо юушгүй холо орын хылгүй байхадаа нэгэл дэлдэл ханыбтан нэгэл дулихынгуда али ханыбтан нэгэл хохорхынгуда нэгэл халфык тоо нэг тылдыгы ятоохун байхазыргтэй бэнгэ шапта олон асуудумнуудта хариу шолдохгүй хиншиндэ тигдэл тэр тантер өөрөөгөө бүтэн бүрийн гэдэг л шанга шадалтай гол шангатай байх гэдэг энэхэн л бурфага ородло бурят хылле тав яп гэдэх болж гараа цаашаа юу шах гэдэгтэй болох гэж уриалха байна тэгээд би тантер сэтгүүлч журналист болох нэг бурфаг ороогүй байгаа юм бүхэд тэр бурят хылны багш гэж тэгээд багаха хойш тэр гартаа нэг ручкугда али нэг ямартаа нэг андош хаюм аварад нэг микрофон хүртэ юм тэр хөөрхөг дуулхого тийм нэг
тасоохо тимэд ивхэн давьяас байгаа. Тэгээд тэрнээ болижгараа гэх юм бо тэгээд на бурят хөннэнгэ бүхий хөлөвшигээ том тэр уримаа яхоор журмаа яхоор бүтгэх болгодоо энэ мөнөө хэж байгаас дүүшнээ ашиглаа амаргүй их үзүүнийг шавтаа. Юм гэ шахуу намаа яхоор хөө зүгэ мөрөөр байх юмда мен таамаг дуртайда дургүйдөө эгэж бүшгэж эгэж хөлхөг тийм баха хотхолай хуймаа байх яхуугүй юм гэ шахуу журамтай уримтай намтай байх юмтай тэгдэ мөнөө сагтай на бурят хөлхий өргөж дөрвөж байх сагтамна юм ухаатай бүрх зүрхтэй шударгыг амаргүй тэр хөлөвшгтэй нарийн тимгүүнүүд хэрэгтэй болоод байна. Тэгдэ нэхэн үргээ өр дээрээ аважил энэ буряданга дэд хоргуулаа ороодлаа тэр саша их амжилтнуудтай явагдаа гэж танда уриалах байна үхийгүүд аваж имрийн тэрнээ баха зүгөр ялгаж зүг харгай замын үхийгүүдтэй харуулж байгтыг гэх байна амаргүй тэр шатхашгүй үнтэсэнтэй дэд хоргуулнууд ургуулахын уруулаад тэндээ хорж шатаагүй бираагүй хөөргөө баха ирж босож энэгээр ханад оруулаад также яг хошорнууд болон тиймээ тэр унитаганга өрөнгөө юм тэр дэш мөргөж явхад бүхий өгдөгнэш байдал үрэх өгдөгнэш байдал хоо хэм байх гэж хөх байна ман бид өгдөө гэр булдөө нүхүрнэ баха буфаг дургын бид сутаа буфагта таньсаар гэр бол болоод гурван хүүхэдтэй болон хавцэр тэр их басхамна Екатеринбургийн дэд хоргууль юрист болж дүүргөө магистратур зэт хөвөмнэ бүгүгэнгөө нэгдэх курсын оюутан их дуртай бидэш их оргонтай байна гэж тиймээ бага басхамнаш бахан дэш бага бүгүүдөө орхоо байх гэж хандав зэсихтэй миний бүхий дүү басхатня дөрвөн дүү басхатай бүгдаа баха ой нэгний шитгэн нөгөө хоёрын баха бүгүү дүүргэн хоо онлайн дипломтэнууд энэ даже им на вангет Бахазон Северин Восточный факультет дүүргэн мы кандидат болох гэж бүнцэд хөтөлж байна нөгөө мне диплома даже нэг юрфак бах дүүргэн баха онлайн дипломор дүүргэн тиймээ бид бүгүүдөө их дуртай гэшвчээ тэгээд юрфакта бүршиха бүхэн шагнаж байхан ирээдүйн оюуттай хэлэх байна оробтэй их гоё хоргуулаа зөөлөн би 2 дахь курсын хөлөөр хатамд гараад 3 дахь курстоо нарайлах болоход мне дашин даржээж хэлсэн яага бүрхвшээ оля төржил бай бурядгуудаа олон болгожил бай гэдэл хуу жиргэр тавнуудыг тавьж ихэ тийм гоё фактал хорав зэшим их дэмждэг бүргэдэг гэж биднэ тэгээд наша оржо их бүрхээр хоржо буряда үргэж явагдаа хөөс Ой, подожди, нахенда. Гаимны коллежа абахадатны их хай худгыныг шиб детигет. Оютон хахада хашин гыжа хоржа явана тигет муну хыжа явхан ажлара дудулшулора туршлагара рухбадлыж бахатны их хайхым байна гэше. Тигет их хоньхо хатны Олег Дажевич ахойды сулат баха радиоды. Немарга бай. Тэгээд ушоо дахин баярын худгыныг ашиг хаяа худгыны би ушоо уда яха захион байгуулах манай арга хэмжээнд ээлж байгаатай гэж уриалах байна. Хэнда. Хэнда. Следующий наш спикер это Балдариева Саяна Бояровна, выпускница нашего института, аналитик отдела планирования продаж со знанием корейского языка. Общество с ограниченной ответственностью Орион International Corporation, город Москва. Саяна Бояровна, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые преподаватели, абитуриенты, родители и остальные выпускники, кто сейчас присоединился. Разрешите представиться, меня зовут Балдариева Саяна, я выпускница Бурятского государственного университета 2018 года. Сейчас, на данный момент, я работаю в крупной такой корейской компании под названием Орион. Наверное, слышали, если вы пробовали чокопай, там, ну и так далее, другие кондитерские изделия, там, чокобой производим. Вот, я сейчас работаю в отделе продаж, аналитиком, и, ну, большая часть моей работы в основном связана с корейским языком. Ну, я, получается, перевожу иногда, ну и там отчетность у нас получается большей части даже, можно сказать, на корейском языке.
Вот. До этого я работала в другой корейской компании под названием Доширак. Ну, Доширак, наверное, не нуждается в представлении, потому что все мы были студентами, все мы ездили в поездах, пробовали Доширак. Вот. Что я бы хотела сказать? Мои специализации в БГУ был зарубежное регионоведение. У меня профиль был страна Монголия, получается, изучали Монголию. Соответственно, мой первый язык — это монгольский, а второй — корейский. Извиняюсь, что я так быстро говорю, просто я сейчас на работе, и могут вызвать, поэтому я немножко буду торопиться. Вот, корейский я начала изучать еще за 3 года до поступления в университет, но я его начала по-настоящему использовать именно в БГУ, потому что, хотя моя кафедра относилась к истории регионоведения стран Азии, я иногда ходила на кафедру, получается, вот филологии языков Дальнего Востока, получается. И пока я училась, получается, в БГУ, я участвовала в разных олимпиадах и конкурсах разных уровней, то есть регионального и федерального. Также наши студенты участвуют в разных конкурсах международного уровня. Вот, занимала разные призовые места, ездили с преподавателем даже в Москву и заняли почетное 2 место. Там девочка, которая получила 1 место, ей дали 6 месяцев обучения в Корее. То есть, если среди вас есть такие амбициозные ребята, то все в ваших руках. Изучайте иностранные языки, поступайте на факультет восточного языка, сейчас институт, да, Восточный институт. Вот, я знаю, что многие абитуриенты интересуются именно стажировками за границей, поэтому хотела бы про это рассказать. Это является такой изюминкой, я бы сказала, Восточного института. Обычно наши студенты уезжают на языковую стажировку где-то на 3-м или на 4-м курсе. Вот именно наша группа по нашей специализации, мы ездили на 4-м курсе. У кого... там еще можно выбрать, то есть у вас будет 2 языка, 1-й и 2-й язык. У меня был 1-й монгольский, как я сказала, и 2-й корейский. Наши ребята в основном уехали в Монголию, так как, 1-й язык, но я решила поехать в Корею все-таки, потому что это была такая моя мечта учиться в Корее. Я училась в Пусане где-то 4 месяца на, как это называется, Пусан Институт иностранных языков города Пусан. Так сложно перевести на русский. И посещала там занятия, в том числе и по корейскому языку. Также посещала, очень интересная была лекция под названием «Международная политика» на английском языке. Там нам преподавал выходец из Англии. Вот. Было очень интересно. Просто масса там всяких впечатлений осталось и воспоминаний очень светлых. Вообще, в целом, как бы студенческие воспоминания, они остаются таким самым, я бы сказала, светлым пятном. Хотя, во всей моей жизни, я бы сказала. И было очень грустно, когда мы уже перешли на 4-й курс, и так стремительно, быстро пролетело время. Вот. Я бы хотела добавить, что общежитие и обучение именно в Пусанском институте иностранных языков было бесплатное. То есть между нашими университетами есть соглашение. В каких-то университетах там нужно все-таки платить за общагу, но я бы сказала, это стоит того. Вот. Также БГУ очень поощрял студентов хорошо, которые учились на 5. То есть если вы закрываете сессию на 5 и там на 1-2 4, то у вас будет достаточно хорошая стипендия. Вот. И сейчас, правда, не знаю, как сейчас ситуация, но когда мы учились, нам, в принципе, хватало стипендий на жизнь. Вот. И вообще, в целом, хотела бы сказать про атмосферу учебного процесса. То есть наши преподаватели, я бы сказала, были просто самыми такими позитивными, настраивали нас на учебу. Было очень приятно ходить на занятия.
Ну, если они не с самого утра, конечно, вот утром мне было лично учиться немножко тяжело, но как бы потом это мне пригодилось в жизни. Вот. И в частности, изюминка еще обучения на Восточном институте БГУ в том, что кто из нас ребята буряты, они могут узнать вот историю Бурятии. У нас преподается просто до поступления в БГУ. Вот я, получается, сама родилась в Забайкальском крае, и у нас не было такого предмета, как история Бурятии в школе. Я слышала, что в Республике Бурятия преподают историю Бурятии, вот, но у меня не было такой возможности, я просто не знала даже вообще о происхождении собственного народа, ничего просто. Мы изучали только бурятский язык и там чуть литературу. Вот, и в БГУ у вас есть такая возможность прекрасная, даже там на первом курсе, я знаю, преподают бурятский язык всем. Также там изучают философию, тоже очень полезно. Вот. И на нашей кафедре монгольского языка мы изучали старомонгольскую письменность, что тоже очень редкое явление в России. Просто я не знаю, где еще его преподают, может быть, в Питере, в Москве, может быть, это, но я могу сказать, что у нас преподают старомонгольскую письменность лучше всех. Вот, что еще, не знаю даже, что еще сказать. В общем, не знаю, может, были какие-то вопросы или уже можно уходить? Помогите, пожалуйста. Баяна Баяновна, у нас спасибо большое за ваше выступление. Очень приятно вас снова видеть. Да, очень Да, приятно, я совсем скучаю. Да, очень, так, не знаю, очень мило, душещипательно, можно сказать. У нас вот по программе свободная дискуссия, свободная беседа после всех выступающих. Но если к вам какие-то будут вопросы, обязательно мы с вами свяжемся. И ребята, вы вопрос уже как бы после встречи можете ответить даже вне этой встречи, да? Ну, знаете, друзья, если что, если у вас какие-то вопросы, можете добавиться мне ВКонтакте, писать в Фейсбуке, пожалуйста, я отвечу. Вот кто, ребята, интересуется корейской культурой или обучением именно там, связанным с Монголией даже, я могу ответить, так что, пожалуйста, ищите мое имя в интернете вот, и добавляйтесь. Просто, ну, мне уже нужно идти, я вот не знаю, смогу ли я еще сегодня подключиться, поэтому... Спасибо большое, что вы слушали, да. что смогли прийти. Спасибо большое. Да, всем не болеть, пока, peace. Пока, до свидания. Сейчас мы хотим перейти к следующей части нашей встречи. Сейчас выступят наши студенты, и наши дорогие абитуриенты, родители, учителя могут услышать как учатся наши ребята из первых уст. И сейчас я хотела бы пригласить к микрофону Цингуева Буинто Цидыповича, Падагарова Валентина Жаргаловича, студентов 4-го курса группы 16473. Они у нас являются участниками языковой стажировки в рамках двустороннего сотрудничества с Токийским университетом иностранных языков. И в данный момент они сейчас находятся в городе Токио, Япония. Вот я видела, Буинто был в списке участников. Да, здравствуйте. Меня слышно, да? Буинто, спасибо большое, что вы присоединились. Вас слышно. Здравствуйте. Да, хорошо, отлично. Здравствуйте всем. Меня зовут Цингуев Буинто. Я студент 4-го курса Восточного института Бурятского государственного университета. Сейчас я нахожусь на языковой стажировке, как уже упоминалось ранее, города Токио. Если конкретно это Футю, Токийский университет иностранных языков. Здесь я буду, получается, до августа этого года, и приеду в сентябре, я продолжу свою учебу. Я хочу сказать. Я учусь в группе 16473, то есть это группа японско-китайская группа, то есть где японский язык является основным. И как уже до этого говорили все, то есть в зависимости от специальности
есть разные группы могут поехать на стажировку. То есть кто-то на третьем курсе, кто-то на четвертом курсе. Так вот, японская группа, она есть на третьем курсе, но в связи с коронавирусом, что было, мы весной не смогли уехать, поэтому нас перенесли стажировку на осень. Поэтому мы вот с ноября месяца здесь. Так, по учебе хотел бы сказать. Когда вот мы приехали сюда, тут обязательно было 2 недели в карантине просидеть, и учеба идет онлайн, то есть через Zoom. Очных пар пока нет, но нам говорили, что, возможно, они появятся на следующем семестре. Это в зависимости от того, как будет распространяться инфицированных в Токио. Если будет меньше, то мы уже выйдем на очную учебу здесь. Наша учеба начнется, то есть второй семестр начнется в апреле, с 1 апреля. И до апреля мы пока находимся, так сказать, на каникулах. Так, чтобы еще сказать? Может, есть какие-то вопросы? Могу ответить. Ну, я могу там что-нибудь добавить. Здравствуйте, меня зовут Вадагаров Нищен, тоже являюсь студентом, да, получается. Буинто сейчас где-то тусит на Акихабаре. Я просто Да, я иду в сейчас магазин. нахожусь на Акихабаре. Да. И по учебе вообще в БГУ могу сказать, что учеба чуловая, если вы будете не пропускать пары и готовиться к семинарам и прочее. Вообще из языков бы я выбрал японский, да, потому что, ну, как видите, я в Японии. И, ну, о преимуществах говорить не стоит. Ну, у нас даже стипендия супер огромная, ну, по российским меркам. 80 тысяч йен, это где-то, 60 тысяч рублей. Да, ну, по японским меркам это очень мало, потому что вот мы сейчас должны будем за общежитие платить до 3 месяца, ну, около 100 тысяч йен. Да, вот. Поэтому, ну, поступать, ну, вот у меня тоже при поступлении был выбор поступать в СПбГУ или в ДФУ, но я выбрал БГУ, потому что он находится ближе всех, то есть никуда ехать не надо. То есть особой разницы нет, где изучать язык. То есть в Питере вы будете изучать языки или в Улан-Удэ вы будете изучать языки, особой разницы нет. Плюс в БГУ помогают, да, вот со стажировкой помогают. Я общался с ребятами из Новосибирска, из Питера, там они говорят, что тех, кто хочет изучать языки, очень много их, они их отчисляют, у них там огромный конкурс, не все попадают на стажировки. А в БГУ при должном обучении вы спокойно забьете себе место на стажировочку и будете тут килить, да. Поэтому, то есть, в принципе, БГУ стоит того. Ну, плюс, если вы не поступите на бюджет, то обучение здесь не такое дорогое по сравнению с другими вузами. Плюс есть скидочки, да, скидочки есть. Плюс, если вы будете хорошо учиться, то вы можете там получать всякие скидочки, всякие ништячки и так далее. Или вообще просто вас потом в дальнейшем переведут на бюджет. Вот. Да, вот у меня все, наверное. Спасибо. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то можете там написать Буинто, да, напишите Буинто лучше. То есть Буинто Тенгуев, найдите его, напишите Да, ему. вы можете написать, да. Да, то есть мы без проблем ответим на все вопросы, вообще на все там вообще по каждому предмету можем комментарий дать и так далее, и так далее. Да. Да, и рассказать побольше о стажировке, вот что, как здесь происходит. Да, тоже. Линчен, спасибо вам большое. Не замерзайте, я знаю, что вы с улицы вещаете, да, с реальных событий, да, поэтому одевайтесь тепло, не замерзайте. Спасибо большое, что вы смогли выйти, рассказать нашим ребятам и студентам нашим, и нашим потенциальным студентам, да, и родителям, да, как это учиться, находиться конкретно уже на стажировке в стране изучаемого языка. Спасибо вам большое. Да. Если сможете, присоединяйтесь к нашим следующим встречам. Спасибо. Хорошо. Обязательно. До свидания. Спасибо. Сейчас слово хочется предоставить Изюмскому Егору Андреевичу, студенту 2-го курса, группы 16790, члену студенческого самоуправления Восточного института. Егор Андреевич, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте, я сейчас подготовлю презентацию. Со звуком все хорошо? Да, все видно, хорошо видно, слышно, отлично. Отлично. Давайте я расскажу вам о своей жизни, студенческой жизни в Восточном институте Бурятского государственного университета. Меня зовут Изюмский Егор, мне 20 лет. Я родом из Самарской области, города Тольятти. Это город, который находится на берегу Волги и родина отечественного автопрома «Лада АвтоВАЗ». Сама студенческая жизнь. Я обучаюсь на кафедре туризма и сервиса по направлению 430302 «Туризм, технологии организации экскурсионных услуг». Второй курс, являюсь замом старосты группы 16790 и учусь на бюджете. Основной восточный язык у меня китайский, я член ССУ ВИИ и руководитель копирайтинг-отдела в СНО Восточного института. Изначально я подавал на 3 направления в 5 университетов, в 5 разных городов. Это Уфа, Ульяновск, Калининград, также мой родной город Тольятти и Улан-Удэ. Я везде прошел на 2 направления. В БГУ я прошел только на туризм, но тем не менее я выбрал этот университет. Как я искал информацию? Находил ее на сайте университетов, но ее было недостаточно. И далее я уже смотрел, искал группу ВКонтакте, писал на почту, смотрел инстаграм-профили, форумы, переписывался с студентами, не только писал преподавателям. У нас очень отзывчивые преподаватели, они очень классные. Собственно, как я выбрал БГУ? Я выбрал его по престижу, огромному количеству возможностей, бюджетным местам, сильной базе преподавания восточных языков. Сам вид города имел значение, по крайней мере, по сравнению с моим городом. Также, сам 8-й корпус университета очень красивый, новый и престижный. Во-первых, возможности на восточном – это то, что из 6 возможных уровней HSK по китайскому языку все выпускники имеют HSK 3, и сам я его буду сдавать вот уже 20 марта. А по корейскому, по экзамену TOPIK, все выходят со 2-м ГИПом. Дальше. Сотрудничество с мощными, сильными университетами Китая, такими, например, как Хухато, педагогический университет в городе Хухато, внутренней Монголии. Уже дважды туда набирали студентов в этом году. В январе выделяли 20 мест на онлайн-обучение и предоставили еще одно дополнительное место. Затем уже сейчас на годовую стажировку набрали 30 человек, меня в том числе, и выделили тоже еще одно дополнительное место. Благодаря престижу университета БГУ мне удалось попасть также в этом году с 4 по 11 января в Пекинский университет экономики, бизнеса и управления на мост китайского языка Ханьютяо, где я закончил с отличием, получил сертификат. Также сейчас, прямо с занятий, я прохожу зимнюю школу китайского языка в Шиньянском педагогическом политехническом университете. И вот еще следующую неделю тоже буду проходить, там тоже будет выдан сертификат. До COVID-19 многие наши студенты могли попасть в такие города, как Далянь, Сиань. Это очень красивые, престижные города. Сейчас девушки на 4-м курсе учатся, которые смогли поехать в Китай сначала на полгода и потом еще на год уехали. Вот так. Также у нас присутствует Институт Конфуция и Институт короля Сиджона, которые занимаются продвижением китайского и корейского языка. С их помощью вы можете попасть на всевозможные летние, зимние лагеря в Китай, в Корею, выигрывать различные от них стажировки и гранты. Собственно, почему Бурятия и Улан-Удэ? Вы можете ознакомиться сами, почитать, и я думаю, вы поймете, почему именно этот город, потому что он очень красивый, достаточно, да. Также, кто в этом году к нам приехал? Начну, наверное, с того, что я здесь не первый из Тольятти. До меня уже здесь училась студентка. Сейчас она на 1-м курсе магистратуры. И тоже выиграла годовой грант в Корею. И вот в феврале, насколько я знаю, она собирается улетать. Также с Мурманска, с Ижевска у нас девочки на 1-м курсе сейчас учатся. И с Соснового Бора. Это Ленинградская область. Оттуда тоже к нам приезжали студенты. И это только те, кого мне удалось быстро вспомнить, чтобы я не тревожил людей на зимних каникулах. Чем можно заняться в нашем университете? У нас, во-первых, есть СНО. Я сам там состою. Это студенческое научное общество. Кому интересна наука, статьи, все, пожалуйста, приходите к нам.
студенческое самоуправление, всевозможные мероприятия, Студ Весна, тоже всем организации занимаемся мы правком, творческие коллективы, спортивные, ну и Конфуций, и Король Сиджон, о которых я уже рассказал. Полезные ссылки, ссылка на мою страницу ВКонтакте, Инстаграм, также сайт БГУ и ВИ БГУ. Что у меня, что на сайте, вы можете найти все ссылки на группу ВКонтакте, Инстаграм. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я думаю, вам очень понравится. Реально классные преподаватели, много возможностей поехать в Китай. Сейчас, если границы будут открывать, я надеюсь, у нас получится уехать еще на полгода в Китай поучиться. Все, спасибо. Если есть вопросы, буду отвечать ВКонтакте. Егор, спасибо большое, очень живо, очень интересно. Уважаемые абитуриенты, пожалуйста, обратите внимание на нашего Егора Андреевича. Он у нас прилетел к нам учиться не из ближайших регионов, он у нас родом из города Тольятти, как он уже сказал, да, и вот активно влился в студенческую жизнь нашего института. А сейчас мне хотелось бы, да, и, конечно, все вопросы, которые есть, да, появляются, вы можете писать и в чат, да, можете адресовать мне, я могу сейчас оставить свою электронную почту. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово нашей студентке 3-го курса группы 16980, активистки студенческого движения Ли Мухазуле Константиновне. Пожалуйста. Самбана. Самбана. Харагдана. Харагдана, долгна. Шагдана. Би зунзуга деда хорголин город хешатин аютан Ли Мухазулгашып би хада борят ордхылне ба орын захёлы бакшын мыргжилты хорынап. Томда хорголия дургхыды хумбхын хана орхып хымбыл хыбиб гыжы асудылноды тавиддик биши ха хорголия дургхыдеге има асудылнотте багап те харин амды на асудыл тим хорсар тавигдагуй юндып гыхыды бишо хорголин бахда ында орхып гыжымыды живегап тигет поряд хылым балан урын захёлы ылдып хымжея болгнутты хабадыжы илгык шишье болгын хымбе тим хада ындыл орхы зарылгыта ерхым байгап тигет пользуясь случаем но би цагатен донды хорголинга поряд хылненга бакшыды Балданова Байрмада Шиевнады турыл поряд хылнды мне дорлолхын поряд хылны онхытен танилсулхын тыге турушын поряд хылненга бакшыды ихы байры хургынып Самбана Байрмада Шиевна тет ына мыргыжыл юнды шылжы оро гэш би бхыды нагдхер би поряд хум хада багын ахненга поряд хылнды шоналте дурте поряд стилте хумбе хойрдыхер ынды хоржы гархыда гансы поряд хылне бакшы поряд хылне ба унун захёлы бакшы бышы ушо хажугарн орд хылне ба орд орын захёлы бакшы волжы гархып дети хыде ажылгы улхы губди гыжы бимыдынып те горвадыхер мана деды хорголе ылдып зунзуге гурнутта някты холботе тим хэбдың хоролсылы хажуды ямырдан гызунзуге хылы хунгылте ор шудылжы ямырши орын ашхы аргы орылдынып деди. Ну, сейчас же очень модно путешествовать. Потом гадны деды хорголимне орынго хугжилтыды аргы болымжынуды угыны жишень би хоролсылы хажуды практически психолог же шыны мыргжыл алгын курсыны то хоржывайнып те деды хорголия дургыхыда хойыр дипломте гархып хойыр дипломте гору мыргжилте турушым мыргжыл бурят хылне ба орын захёлы бакшы хойыр дихин орыт хылне ба орын захёлы бакшы и гору дихин практически психолог муно хада би гороти курсы двайнап ушо хойыр жыл хорхып тихиде магыт бугу еще ямырда курсыны ташхып хайнар хорвул именно стипендиялар байдык те тырхада ылдып шыгылар байдык тамире стипендия байдык творческий стипендия научно жылыя болгин стипендия байдык жишень би варкин стипендия байдык те байхы байргуга хамтин байруктыны би орын хамтин байрды байдык байрым не городхи байрды байдык те тынды ныгы комнат согурун басхат хатырты донды шонылта ха бәгілі долгинудгын ансамбль би тынды шадабырия халбылылжы ылдып хоты гордудар хари гуруншия ашха аргы бәйнам
Тэгээд эрдэм номороо гүнзгийгоор үзэхүйо ханавал өвдөв конференц нутта хабады живолна, те спортыды шунулта өвдөв янзын секцияды ябы живолна. Те манитне хоройга дуре танырта топшхонор хоржугоп, мане деды хорголи ержа оргты, охудо харгты, нагыш яшанал хугуит, юндып гхды биду хубылты да өпте итте, гыр болышынги байдығыпте. Байрла. Мүмкін золы хенда. Ихы ғойық хорот. Мне ханхада танайны хоры хашагат хор олдымны маны институтымны арху хибут байхи яхты. Хенда. Ve uşo mane удадыхе узгодыбны етхиритны удыныбде. Хенда. Уважаемые участники, дорогие студенты, дорогие абитуриенты, родители, учителя, сейчас у нас по программе должна начаться свободная беседа. Можно задавать вопросы, участники наши ответят. Кто сейчас присутствует, кто не присутствует, тем можно через мою электронную почту или через их профили в соцсетях можно адресовать им вопросы. Пожалуйста, мы очень ждем вас сейчас прямо от вас ваши вопросы. Не стесняйтесь. Если кто-то затрудняется, можно задавать в чате вопросы, пожалуйста. А это заграничные стажировки бывают только у Восточного института или нет? Да, у нас заграничные стажировки. Вот, получается же, вы, если поступите на востоковедение, африканистика, на регионоведение и на туризм, вот на эти направления, которые подразумевают изучение восточных языков, естественно, на этих направлениях подготовки есть заграничные стажировки обязательно. Это вот обязательная часть. А если вы поступаете на те направления, которые у нас даются в высшей школе бурятского языка и литературы, там направления подготовки другие, и практики, они связаны, естественно, с бурятским языком, с филологией, с педобразовательной деятельностью, да, там другие будут стажировки, они не связаны будут с иностранными языками. Надежда Владимировна, можно добавить по поводу... Конечно, конечно. Сейчас у нас, сами понимаете, ситуация в мире непростая, но даже в этой ситуации наши студенты, например, корейского или, как вы видели, японского изучения языка, они все равно едут в эти страны на стажировки. Чуть сложнее ситуация сейчас с Китаем и Монголией, но в вашем случае, я имею в виду наших нынешних абитуриентов и, надеюсь, будущих студентов, я думаю, эта проблема не коснется, потому что, как правило, языковые зарубежные стажировки, они начинаются на старших курсах, и к тому моменту, я думаю, весь мир, включая Россию и наших азиатских соседей, с этой проблемой справится. И даже сейчас, когда граница с Китаем закрыта, китайские партнеры предоставляют онлайн-курсы, онлайн-программы открывают, когда можно будет пройти различные языковые стажировки дистанционно. Ну, то есть это как временная мера. Поэтому это я к тому, чтобы наши потенциальные студенты не переживали. Все будет хорошо. Да, все сейчас идет в мире к тому, что граница, скорее всего, уже в ближайшее время откроется, и к тому моменту, когда вы будете уже, учебный процесс подойдет к стажировкам, к практикам, да, к тому моменту, естественно, уже все границы будут открыты, все ограничения сняты. И вы в любом случае, естественно, при соответствующем отношении к учебе, да, в любом случае вы поедете стажироваться в ту страну, которая вам нравится, которую вы выбрали. Угу. Владимир Александрович, спасибо большое за дополнение. Пожалуйста, еще вопросы активнее, не стесняйтесь. Именно сейчас вы можете задать вопросы напрямую всем нам, всем участникам и узнать все те моменты, которые вас волнуют, интересуют, которые вы хотите узнать. Пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Можете писать в чате, можете писать на мою почту, любой... Но сейчас у нас пока есть время, мы можем с вами все это напрямую сейчас здесь обсудить. Надежда Блажавна, позволите, да, здесь небольшой комментарий. О, конечно, конечно. Да, если я правильно понял, вопрос, да, состоял в том, что только ли студенты Восточного института могут поехать на стажировку. Байерма спрашивала, да?
Я поняла, что... Да. Ага. Здесь действительно преимущественно, ну, нельзя сказать, что другие студенты, вернее, других факультетов не могут поехать на стажировку, да, но для студентов Восточного института стажировка, она обязательна. Вот в этом нюанс. И возможностей, конечно, намного больше, чем у других студентов, даже языкового направления. Спасибо. Так, я вижу, Иннокентий Галимович, спасибо большое за дополнение. Это очень ценно, когда вот вопрос со всех сторон можно вот так вот посмотреть, да, под всеми углами, все нюансы учесть. Я тут в чате вижу вопрос от Ачера. Сколько стоит обучение на востоковедении? Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот в 2020 году у нас те ребята, которые поступили на первый курс, сколько они у нас платят за год? Так, вот да, в том году, то есть в 2020 ушедшем году, первокурсники бакалавра с учетом скидки, которая предоставляется почти всем, да, большинству поступивших, сумма была 86 тысяч рублей за год. Это одна из самых небольших сумм, которые вообще возможны на договорной основе в России. И у нас есть возможность оплаты по семестрам, да? Совершенно верно. А вот эта скидка у нас подразумевает, что подразумевает? Скидка, да, скидка, да, условия скидки – это если у студента сумма баллов по тем предметам, которые требуются, она превышает установленный барьер. Он на самом деле в среднем очень небольшой, поэтому я говорю, что большая часть, да, львиная доля поступивших, они имели право на эту скидку. Спасибо большое. Еще. Вот в случае, когда студенты и их семьи не могут, например, за весь курс или даже за один семестр оплатить, в таких случаях по соответствующему заявлению руководство университета идет навстречу и предоставляет право оплаты в рассрочку, то есть даже помесячно. Такие случаи у нас бывали. С учетом нынешней ситуации сейчас, конечно, это, я думаю, очень актуально будет для многих. Такое право. Спасибо большое. Я надеюсь, что вот те ребята, которых интересует именно коммерческое обучение в нашем институте на направлении подготовки востоковедения и африканистика, эта информация будет очень нужная, важная и своевременная, да, что вот можно и рассрочку сделать, да, в соответствии там, с заявлениями и в соответствии с финансовой ситуацией. Понятно. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, вопросы, ребята, родители, может, кто у нас присутствует, учителя. Это обучение языкам начинается с первого курса, да? Вот смотрите, БРМА, да? Смотрите, вот когда вы поступаете на востоковедение и африканистика именно на профиль с языками, у вас всегда там вилка из двух языков. Допустим, вы выбираете китайский и японский, значит, китайский вы изучаете с первого курса и на протяжении всех 4 лет 8 семестров, а японский вы начинаете изучать со второго курса, с 3-го семестра, и тоже вот до конца. И, естественно, помимо вот китайского и японского у вас еще будет идти английский язык. Если вы филолог, то английский будет филологического уклона. То есть если китайский и японский, значит китайский вы изучаете с первого курса, с первого семестра, а японский у вас появляется на втором курсе в 3-м семестре. Здесь можно я еще добавлю, касаемо языков первого и второго. Пусть некоторых не смущает тот факт, что есть первый и второй, как будто бы может показаться, что он второстепенный, менее, скажем так, хорошо преподаваемый и так далее. У нас огромное количество случаев, когда люди, выбрав какой-либо язык в качестве второго, в итоге осваивали его не хуже, если не лучше того, который был первым. И вот, например, у нас сегодня Саяна Балдариева, наша звездная выпускница, выступала, яркий тому пример. У нее основной язык первый был монгольский, корейский был вторым. Но так получилось, что корейский в итоге дал ей дорогу в жизнь. Это ее хлеб, который она активно, этот язык использует сейчас, да, в своей профессиональной деятельности.
Вадим Александрович, спасибо большое за дополнение. Действительно, это так. У нас, я даже могу привести вот пример своих однокурсников. У нас второй язык. Я заканчивала монгольско-китайское, да, получается, ветку. У меня первый язык монгольский. А многие мои одногруппники, одногруппницы, они реализовались именно как китаисты, как специалисты по китайскому языку. Кто-то ведет бизнес с Китаем, так же, как вот Олег Доржиевич, да, у нас таких очень много. Поэтому не надо никогда думать, что если второй язык, это вот, ну, как бы он звучит как второй, это не значит, что вам дадут его в меньшей степени или как-то вот в меньшем количестве. Все зависит только от вас, от вашего желания, от вашего стремления. Поэтому смело можно поступать вот на эти вилочки, да, у нас там Вадим Александрович в самом начале показал, какие у нас вилки есть по языкам. И изучать оба языка. И только от вас зависит, какой из этих двух языков станет вашим профессиональным, родным, своим. Да. Еще, пожалуйста, вопросы. А изучение языков можно при других факультетах? Ну вот в презентации Егора, да, очень хорошо было видно, что у нас есть два института. Это институт Конфуция, где можно изучать китайский язык, да, будучи студентом нашего университета, не являясь студентом нашего института, да. И это институт короля Сэджона, где вы можете изучать корейский язык также. И да, и это вот такие два института, где можно изучать эти два языка, корейский и китайский, не обучаясь у нас в Восточном институте, да, будучи там студентом другого какого-то факультета, студентом колледжа, студентом другого института. Угу. Так, у нас поступил вопрос в чат. Вступительные экзамены только ЕГЭ, история, общество, русский язык. Вот презентация была у Владимира Александровича, да, у нас там было видно, какие вступительные экзамены требуются на каждое направление подготовки, на профили, да. У нас вот они разнятся, это нужно смотреть, куда вы конкретно хотите поступать, от этого будет зависеть. Я тоже, опять же, дополню, наверное, этот вопрос, точнее, ответ на этот вопрос. Да, если вы выпускник школы 11 класса, то вы поступаете на основе результатов ЕГЭ. Да. Вот, например, тот, кто сдал, Светлана сдала вопрос, написала история, обществознание и русский язык. Да, это набор ЕГЭ, который нужен для ряда направлений. Не для всех, но для, например, истории стран Азии и Африки или социально-экономическое развитие стран Азии и Африки. Для ряда других профилей нужен набор ЕГЭ история, русский и иностранный язык. То есть в любом случае везде эти ЕГЭ, сданные ЕГЭ по этим предметам нужны. Исключение составляет, наверное, только педагогическое образование. Если вы выбираете это направление, то там один экзамен внутренний, это бурятский язык. Ну, понятно, что ЕГЭ по бурятскому языку не проводится, поэтому БГУ имеет право проводить внутренний экзамен по бурятскому языку. Если же вы поступаете к нам, уже имея, например, среднее специальное образование, например, колледж, да, закончили, то там, соответственно, правила уже иные, а именно, там вы имеете право на внутренние экзамены. То есть по всем предметам, которые необходимы, например, история, обществознание и русский, вы имеете право сдать внутренний экзамен, то есть внутри БГУ. Но это при наличии диплома о среднем специальном образовании. Владимир Александрович, еще тут такой вопрос поступил. Сколько насчитывается бюджетных мест на востоковедении в этом году? А сейчас я еще раз просто продиктую. Потому что... презентация. Да. Ну, может, дайте я еще раз выведу, да, на Давайте экран? выведем просто на экран, да. Так, секунду. Появилось? Да, видно. Так, сейчас я покрупнее. Вот посмотрите еще раз. Если, например, речь идет о истории, точнее, языках и литературе стран Азии и Африки с китайским языком основным, то здесь план приема 3 бюджетных места и
15 договорных мест. То же самое с японской литературой. 3 бюджетных места и 15 на договор. С монгольской филологией чуть побольше. Здесь 5 бюджетных мест и, соответственно, 10 мест на договор. Социально-экономическое развитие Азии и Африки, или по-другому экономика Китая. 3 бюджета, 15 договор. История стран Азии и Африки. История Китая. 3 бюджета, 15 договор. Зарубежное регионоведение бюджетных мест на следующий учебный год выделено больше, чуть больше, да, чем на отдельные профильные направления востоковедения. Всего это 11 мест, плюс 20 мест мы рассчитываем на договорной основе заполнить. Наконец, туризм. План приема бюджет 11 мест и 20 мест по договору. Понятно, да, что чем больше ваша сумма за сданные предметы ЕГЭ, тем больше у вас шансов занять бюджетное место. Ну, естественно, все зависит будет от конкурса. Как правило, последние годы показывают, конкурс в Восточный институт очень высокий. Причем конкурс не только на бюджетные, но и на договорные места, потому что они тоже у нас лимитированы, ограничены. Поэтому я в этом смысле могу пожелать только хорошо подготовиться и сдать ЕГЭ как можно на более высокий балл. Все в ваших руках. Владимир Александрович, большое спасибо. Тут поступило еще 2 вопроса от Саилмы Дымчиковой. Сложно ли изучать язык? На самом деле, я считаю, что если человеку нравится изучать языки, вообще есть такое понятие, как языковое чутье, языковая жилка, кто-то даже говорит, да? Язык изучать несложно. И, естественно, язык – это изучение языка подразумевает желание его изучать и усидчивость, стремление и любовь к языку. И не только к этому языку, любовь к этой стране, к культуре этой страны, желание узнать эту страну, этот язык изнутри. И если у вас все эти составляющие есть, ну и, конечно, какая-то еще другая мотивация бывает, да, я хочу работать в стране этого языка, допустим, да, то, естественно, этот язык будет изучать несложно. Учитывая, что, вот как сказал Егор, как сказали наши ребята, студенты, преподаватели у нас очень идут навстречу всегда, очень, можно сказать, как сказать, очень хорошо к своим ребятам, то есть мы очень поддерживаем своих студентов, поэтому я не думаю, что язык изучать сложно. И еще вопрос тоже от ЦЛМ. Максимальный балл при поступлении какой? Ну вот в прошлом году у нас ежегодно бывают абитуриенты, у которых баллы около 280 и более. Это вот ежегодный показатель такой, что у нас вот максимальный балл у нас бывает такие. Поэтому как бы, я тоже присоединюсь к словам Владимира Александровича, да, готовьтесь к ЕГЭ хорошо, сдавайте их на хорошие баллы, и мы вас ждем в стенах нашего института. Приглашаем вас всех поступать к нам, сделать правильный выбор, открыть в БГУ и открыть в Восточный, вместе с нами постичь Восток, быть успешным. Милости просим, добро пожаловать. К сожалению, вот на этом наша встреча заканчивается. Я оставила в чате свой имейл. Могу под видео тоже оставить свой имейл, свои данные. Какие-то вопросы, если возникнут, можете связаться со мной или с ребятами, которые у нас участвовали, найти их в соцсетях и писать им непосредственно. Спасибо большое. Спасибо большое всем участникам сегодняшней конференции. Я надеюсь, что это было в первую очередь полезно для вас, ребята, в выборе вашего будущего направления. Также хотел напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте приемной комиссии, где вы можете задавать вопросы по любым направлениям. Мы с радостью вас проконсультируем, поможем вам в выборе вашего будущего направления. Спасибо всем большое за участие. До свидания. И удачи вам на ЕГЭ. До свидания.